Добрый вечер. У прямому етері телеканалу АТР Прайм. І я, його ведучий Айдар Мождабаєв. Я дякую вам, що ви дивитеся наш канал як у тимчасово окупованому Криму, так і в інших регіонах України і по всьому світу. І ми намагаємося теж інформувати вас про події на нашій війні і навколо неї з різних точок зору, з різних країн. І я дуже радий, що сьогодні знайшов час і погодився поспілкуватися подробно з нами в прямому етері. Людина, яка ще не була у мене в гостях, але думаю, що це буде не останній раз, але сьогодні перший. Це Давид Гендельман, військовий експерт з Ізраїлю. Пане Давиде, вітаю вас. Добрий день. Ну, перше, я думаю, що якщо ми вже в прямому етері, я останню новину попрошу вас прокоментувати і від неї відштовхнутися. О, пане Давиде, до речі, як вам зручніше, українською або ні? Можна і по-українськи. Добре. Тоді остання новина, яку я зараз бачу на сайті Української правди, звучить наступним чином. Зеленський провів ставку, де була велика доповідь зовнішньої розвідки. Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандуюча, на якій слухав військове керівництво, розвідку і представників Кабміну. Були доклади Залужного, Буданова, Сирського і Тарнавського, ну, про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій. Про забезпечення фронту доповідав новий міністр оборони Рустем Умєров. Ну, була також доповідь міністра Камишина щодо заходів, які вживає Мінстратегпром для нарощування власного озброєння, особливо БПЛА. Також була доповідь голови Служби зовнішньої розвідки пана Литвиненка про поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК. Крапка. Це кінець новини. Звісно, ми не знаємо, про що говорили на ставці Зеленського. Але що, на вашу думку, пане Давиде, є зараз головним, як з боку України, так і з боку військ окупантів, на чому ви припускаєте, або ви особисто, що можете підкреслити, які тенденції, які зараз стан подій на фронті в різних. Ну, тобто, я хочу ваш аналіз такий зовнішній, це завжди дуже цікаво. В принципе, сейчас, как мы видим, хотя полностью еще, что называется, летний сезон не завершился, поэтому формально можно сказать, что украинское наступление, это тоже летнее наступление еще не завершилось. В принципе, то, что называется, цыплят по осени считают. До начала осенней распутицы, в принципе, какое-то продвижение еще может быть. Но, в принципе, часы тикают. Уже довольно скоро надо будет подводить итоги. И, в принципе, даже если какие-то частичные успехи украинского наступления будут, то в общем и целом пока, как минимум, на ближайшее время видно, что война принимает все больше и больше образ долгой войны на истощение по типу Ирано-Иракской. Соответственно, обе стороны должны проводить соответствующие изменения как в социальном, экономическом плане, так и в плане, разумеется, развертывания ВПК. И на эту тему, насчет того, что в Украине стоит больше думать о том, как вести долгую войну, мы видели в последнее время, в том числе публикации в западной прессе, и насчет раскручивания ВПК в России, даже официального повышения расходов на оборону почти в 2 раза. Это не говоря уже о том, какие это могут быть неофициальные расходы, и весь этот рост российской военной промышленности и так далее. То есть мы видим, что война затягивается, соответственно, обе стороны должны прикинуть, какими ресурсами они располагают сейчас и какой план у них должен быть на следующей фазе войны для того, чтобы соответствовать новым вызовам войны, скажем так. Ну, звісно, можуть бути прориви на фронті і зміни ситуації, але ви абсолютно, я думаю, розумно підкреслили, що треба готуватися до поганого сценарію, до довгої війни, про яку ви сказали. І тут я хочу запитати вас, як ізраїльтянина,
Що ви бачите спільного і що різне в ситуаціях, в яких існує вже дуже тривалий час ізраїльська держава, і в якій опинилася Україна там вже більш ніж 1,5 року тому? Що нам робити? Може щось на кшталт Ізраїлю? Є якийсь досвід, який би ви хотіли порадити, як у військовому сенсі, так і суспільству нашому, може, треба якось по-іншому почати ставитися до війни? В общем и целом, когда еще до начала этой войны, тем более после начала говорили о примере Израиля, то имелось в виду долгое существование в условиях постоянного военного конфликта. Конкретно в Израиле он приобретал разные формы, то это была полномасштабная война, потом война на истощение, потом террористические атаки. И так это по кругу перебежалось десятилетиями. В принципе, как чрезвычайное положение в Израиле, как ввели в 1948 году, так до сих пор и не отменили, потому что есть постоянный военный конфликт. Но, разумеется, разница есть, потому что полных аналогий в истории не бывает. Есть разница как географическая, политическая, демографическая и чисто военная тоже. Сейчас, например, полномасштабная война между Россией и Украиной уже длится больше, чем 1,5 года. В Израиле, в принципе, полномасштабный конфликт такой интенсивности был разве что во время войны за независимость, которая тоже шла примерно такое время. После этого были перерывы, и потом следующие конвенционально полномасштабные войны обычно были короче, то что между ними никогда не было полного спокойствия, постоянно были те или иные инциденты, как на границах, так и в террористическом плане, это само собой. Но сейчас разница в том, что как минимум перспектива пока что полномасштабная война в Украине сейчас примет не столько вид израильских войн, сколько, как я уже сказал, ирано-иракской, то есть полномасштабная война с довольно долгими периодами, когда на фронте почти нет или есть только малое продвижение, плюс война городов, то есть взаимные воздушные ракетные обстрелы. Что касается, что можно взять из израильского опыта, то, понятно, на эту тему уже неоднократно говорили. Есть как некоторые конкретно прикладные аспекты, как в области гражданской обороны, оборудования убежищ, система оповещения о ракетных обстрелах, общий подход, скажем так, к оповещению населения о том, что происходит, некоторые конкретные аспекты военной медицины, но, разумеется, полностью тоже все списывать, что называется, нельзя, потому что, как я уже сказал, сама ситуация тоже не полностью аналогична, и политическая разница, и сама географическая, само то, что у Украины, например, на ее западной границе находятся союзники, с которыми есть попутное сообщение, например, и миллионы беженцев могли выехать или выйти из страны именно благодаря этому. В Израиле этого нет, по-настоящему дружественных границ нет ни с какой стороны, даже с теми странами, с которыми есть мирный договор, как, например, с Египтом и Иорданией. Понятно, что в случае очередной войны Израиля, например, с Ираном или с Хизбаллой на севере, нельзя ожидать, разумеется, того, что непосредственно соседи примут израильских беженцев либо окажут военную помощь. Ситуация другая. Но конкретно некоторые аспекты за время этой полномасштабной войны уже не раз проводились и на официальном, и на неофициальном уровне контакты, консультации и прочее, что можно Украина в плане перенимания израильского опыта уже берет. Ну, дійсно, це абсолютно різні ситуації, хоча формально вони схожі. Ізраїль теж виборює свою незалежність, дуже багато вже десятиліть. Але я думаю, що така принципова відмінність – це наш супротивник. Він в будь-якому випадку, як би там можна сміятися над словами «друга армія світу», але все одно ресурси Росії величезні, кількість резервів потенційних і задіяних військ теж величезна. І вони насправді, санкції не дуже працюють, і це вже визнали у світі, хоча їх посилюють час від часу, і останнім часом теж посилили. Однак ми бачимо і обстріли, і виробництво нових ракет, тощо. Я
найбільш цікаво мені було б, напевно, з ваших вуст почути вашу аналітику щодо нашого ворога. Це точно ви його вивчаєте, його зміни в його поведінці, в його стратегічному баченні. Я можу сказати лише, як людина, яка там спостерігає за пропагандистами, трохи за їхніми, вони там один одного, як сказати, підтримують в тому плані, що ми переможемо, що в нас велика країна, велика армія, багато людей, всі ми разом, ми все ж таки зрештою ми Україну переможемо. Щоправда, плани перемоги змінюються. Замість Києва за 3 дні, останнє, що я бачив, це такий прогноз, що Україна капітулює і відмовиться від 4 своїх областей. Це останній їх такий прогноз чув. Наразі жодний обласний центр не окупований, ну крім вже давно окупованих. І війна триває, жорстока, кривава. Тим не менш, росіяни, як вони готуються? Що змінюється в їхньому ставленні до війни, до ведення бойових дій? І ви точно, пане Давиде, чули, я теж читав про це, що нібито Путін наказав Шойгу стримати контрнаступ України максимально до початку жовтня. Ось ми живемо якраз до початку жовтня. Так? Що в них з планами, що в них з ресурсами, що ми маємо і бачимо в реальності, і про що вони говорять і мріють, на вашу думку? В принципе, по ходу этой войны мы действительно видели уже изменения целей военной операции. Если вначале это не была, собственно, военная операция, именно поэтому она провалилась, это было скорее некое разведывательно-пропагандистское военное мероприятие. Только потом, когда оказалось, что действительно это большая война, россиянам пришлось на ходу менять и тактику, и стратегию, и общий подход. Сейчас мы видим всесторонний, насколько это можно, расчет на то, что называется война в долгую. И все эти планы по увеличению и наращиванию вооруженных сил, план до 2026 года создать какое-то количество новых армий, армейских корпусов, дивизий и так далее. Также раскручивание военной промышленности. В принципе, тут цели войне, скажем так, сейчас на обозримый период, насколько это можно, разумеется, судить со стороны, потому что понятно, что голова предмет темный исследованию не подлежит. Одно дело оценить возможности, которые более-менее можно пощупать руками, другое дело оценить намерения, которые в голове. Но насколько это видно сейчас, как минимум цель российского руководства — это дотянуть до выборов в Соединенных Штатах, посмотреть, кто там выиграет выборы. Например, если теоретически выигрывает Трамп, то от него неизвестно, что в Украине можно ожидать в плане поддержки, как минимум сейчас на уровне риторики он пока не выглядит как кандидат, который, говоря в кавычках, всеми силами будет поддерживать Украину. Как минимум на этот период Россия, видимо, рассчитывает, что у них еще хватит возможности вести войну так, как она идет. Дальше будет видно в любом случае. Сейчас мы пока еще не видим в ближайшее время какого-то обрушения фронта, какого-то краха полностью военной машины России, не говоря уже о крахе российского государства, поэтому они считают, что ситуация не такая уж плохая, в принципе, можно продолжать, максимум можно будет еще провести, если понадобится, например, еще одну волну мобилизации, что называется, второй раз, не первый раз, но оглядывая всю эту войну в целом, на самом деле, само то, что сейчас обсуждается, успешно или неуспешно идет украинское наступление, это действительно ярко отличается от того, что было в начале войны. Действительно, возьмут Киев за 3 дня или нет, когда все смотрели на то, что делает российская армия. Сейчас звучат оценки, насколько успешно или неуспешно наступают украинцы. Само это, разумеется, уже показывает изменения. Но, как я уже сказал, до какой-то красной черты Россия не дошла, нет враг не у ворот Москвы, что называется. То есть, видимо, не рассчитывают, что еще какой-то вполне длительный период они вполне еще могут воевать. А там, что называется, война план покажет. Я абсолютно з вами погоджуюся, що вони стратегічно чекають на Трампа. Ну, я надіюся, що цього не станеться, але рік вони точно
хочуть протриматися якось там, а там подивимося. Дійсно, вони збільшили бюджет на свою терористичну армію. І дійсно, ви маєте рацію, коли кажете, що ми точно не знаємо остаточну цифру, бо там все, ну, це ж не демократична країна, там таємні бюджети, таємні мільярди тощо. Ну, принаймні, ми можемо поговорити про те, що зараз, і про те, що вони можуть зробити там на наступні там 2-3 місяці. Ось на вашу думку, наскільки обґрунтована їхня надія на те, що вони дійсно мають, ну, якщо не безмежний, але дуже великий людський ресурс у живій силі, яку вони дійсно можуть контрактувати, і вони переважно воюють за гроші. Гроші Путін платить шалені для тих шарів суспільства, які він закликає йти воювати в Україну. Наскільки великий насправді цей ресурс, на вашу експертну думку, і як Україна за допомогою своїх партнерів західних може яким чином нівелювати цю дійсно об'єктивну перевагу, про яку ми всі знаємо, думаємо і звертаємо на це увагу? Что касается конкретно живой силы, на обозримое время, так как война идет сейчас, России действительно хватит, возможно, даже в форме контрактников. В крайнем случае, как я уже сказал, можно провести вторую волну мобилизации, мобилизовать еще несколько сот тысяч. В принципе, на самом деле, как ни странно, конкретно в Украине, украинская армия в целом, она превосходит количественно по живой силе российскую группировку, но в принципе того, что есть, мы сейчас видим, хватает. Главный урок, который россияне вынесли из Харьковского прорыва год назад, это именно нехватка живой силы, поэтому они провели тогда мобилизацию. Сейчас основная разница между ситуацией на фронте между прошлым сентябрем и нынешним, как ни странно, это не линия Суровикина, не минные поля и прочее, это только второй фактор. Первый фактор — то, что сейчас в Украине российская группировка примерно в 2 раза больше, чем было тогда. Если тогда по оценкам было примерно до 200 тысяч, сейчас по оценкам ГУР 420 тысяч, то есть в 2 раза больше. Именно благодаря этому украинское наступление идет так, как оно идет. Если бы российская группировка в Украине была таких же размеров, как тогда, то, несмотря на все эти минные поля, укрепления и прочее, украинская армия бы давно прорвала все эти линии обороны, вышла бы уже к Азовскому морю, но для того, что россиян гораздо больше сил, больше резервов, чем было тогда, это идет медленно. В целом они так могут продолжать и дальше. Проблема для Украины в том, что, в принципе, нужное количество, несмотря на все проблемы мобилизации, то, что добровольцы заканчиваются, и сейчас в основном уже идут те, кто, скажем так, не особо бы хотел идти. Но, в принципе, что касается живой силы на обозримый период, в Украине тоже это все еще в рамках возможного. Проблема одна и та же, что для России и для Украины. Если живую силу еще призвать можно, то проблема нехватки вооружений и военной техники. Тут разница в том, что Россия почти полностью, за исключением некоторых аспектов, как иранские дроны или, возможно, северокорейские боеприпасы, почти полностью она рассчитывает на свою военную промышленность, а Украина почти полностью зависит от западных союзников. Поставки вооружений Запада, как мы видим, тоже очень сильно привязаны к тому, как Запад видит эту войну. Понятно, что взгляд Запада и взгляд Украины, скажем так, мягко, не полностью совпадают. Из этого мы видим все эти придерживания новых видов вооружений. Даже то вооружение, что поставляется меньше, чем могло бы быть. Например, если в Европе действительно по многим видам конвенциональных вооружений уже осталось не так много, то те же, например, американские танки «Абрамс», которые сейчас вроде как уже начали поступать, часть первой партии из 31 танка, и, возможно, сейчас объявили еще 30. Понятно, что в отличие от Европы, Соединенные Штаты при желании могли бы вынуть из кармана не 30, а 300 танков. И для них тоже украинская армия нашла бы достаточно танкистов, обучила бы и прочее. Понятно, что это все по политическим причинам. Соединенные Штаты смотрят на войну не так. Именно поэтому это проблема для Украины. Тут тоже возникает вопрос, насколько раскручен украинский ВПК за эти 1,5 года. Можно ли было сделать больше? Понятно, что мы тут и там слышим сообщения. В целом, понятно, что не все на эту тему сообщают. Если не далее, как сегодня, Данилов сообщил о ракетном производстве, украинском ракетном производстве частично за границей.
Понятно, что мы не все слышим, но была критика насчет того, что даже артиллерийские снаряды, в принципе, Украина начала выпускать только год назад, и та же проблема минометов, что, в принципе, простая вещь, ни самолеты, ни танк, тоже делается недостаточно. То есть Украина тоже должна, если она действительно хочет готовиться к реально длительной военной истощению, и, собственно, украинского пока тоже нужно раскрутить гораздо больше, возможно, еще больше раскручивать кооперацию с западными партнерами. Долгая война прежде всего требует работы тыла. Армия как таковая, в принципе, в Украине есть. Нужно больше работы тыла, больше работы ВПК, больше, скажем так, перехода к лозунгу «все для фронта, все для победы» не на словах, а именно в плане работы в тылу, скажем так. Я ще повернуся до теми наших тилів і зброї, і подробно розберемо там деякі галузі різні. Але ви згадали про те, що з Америки, ну і з Європи теж, напевно, по-іншому дивляться на цю війну, ніж з України. Це цілком зрозуміло. Але в чому, на вашу думку, ось ці... Яким чином працює це, коли політичні якісь там думки, політичні резони, вони заважають дійсно поставити не 30, а 300 танків. Ну в чому різниця для Сполучених Штатів? Так? Там і літаки всіх F-16, я там чув, декілька тисяч зберігаються просто законсервовані. Так? В чому, на вашу думку, або ви знаєте, або ви можете припустити, що стримує Сполучені Штати від більш масштабної допомоги, яка б, напевно, і зрушила лінію фронту, і показала б успіхи, і сам Байден був на коні, як то кажуть. Да? Причому зараз не Трамп, не противники України, а Байден при владі, і він може збільшити підтримку. Що заважає, на вашу думку? Скажем так, если бы сам Байден считал, что резкое усиление поставок Украине приведет к тому, что он будет на коне, то, видимо, так и сделал. Видимо, он это рассматривает не так. Несколько аспектов. В целом США как глобальный игрок. Понятно, что если для Украины это своя собственная война на выживание, то для Соединенных Штатов они как глобальный игрок смотрят это только как на один из действующих и потенциальных конфликтов в мире, которым Соединенные Штаты могут иметь косвенное или прямое участие. Например, они смотрят счет не столько планируем, сколько возможной войны с Китаем, и тоже называется даже даты, что к 2027 году Соединенные Штаты должны быть готовы к возможному конфликту с Китаем. Вопрос, какие количество вооружений для этого понадобится. И конкретно, что касается России, тоже вопрос. Не факт, что действительно Соединенные Штаты думают о том, что если мы поставим слишком много в Украине, не обрушится ли, не развалится ли Россия, и что мы там будем делать со всеми этими развалившимися государствами, бесхозное ядерное оружие и так далее. Не факт, что дойдет до этого, но в общем и целом они даже на уровне деклараций постоянно говорят о том, что нежелательно допустить эскалации. То есть их подход — это скорее не дать Украине проиграть. Это не одно и то же, не совпадает, что называется, с тем лозунгом, можно сказать, дать Украине выиграть. В любом случае, как украинское руководство сейчас, как минимум, опять же, на уровне декларации, когда оно говорит о полном выходе на границы 91 года, не факт, что американское руководство это видит так же, как желательное достижение, до которого именно нужно помогать Украине. Но в любом случае, как минимум до сих пор мы видим желание действительно не дать Украине проиграть. То есть они дают, минимум со стороны это можно оценить как дают достаточно для поддержки штанов, что называется. То есть того, чтобы не проиграли, чтобы не было каких-то крупных отступлений, крушения фронта и так далее. Но, как мы видим, этого недостаточно как каких-то громких успехов украинского наступления на фронте. С другой стороны, в скобках можно сказать, что если украинское командование тем не менее начало наступление, при том, что она прекрасно знала, сколько чего у него есть и чего нет, значит, видимо, все-таки на какой-то успех рассчитывали. Но Соединенные Штаты в общем и целом дают достаточно для того, чтобы не проиграть. Это
как всем понятно, далеко не то, чего хотела бы Украина. Украина хотела бы гораздо больше и гораздо быстрее, но из-за этой разницы во взглядах, так как для США это не свой собственный экзистенциальный, скажем так, конфликт, они помогают насколько могут, и в принципе из этой помощи Украина тоже бы уже давно проиграла, и без вооружений, особенно без огромного количества боеприпасов. Но в общем и целом Украина, разумеется, хотела бы больше. Но это, в принципе, обычная разница между тем, кто воюет сам за свое выживание, и тем, кто только ему помогает, помогает много, но тем не менее не воюет за себя. Тот же пример Второй мировой, когда Соединенные Штаты сами непосредственно воевали, мы видели раскручивание. В историческом плане видели раскручивание американского ВПК, что они могут сделать реально, и сколько они могут дать союзникам, тому же Советскому Союзу, когда это была их собственная война. Сейчас, разумеется, это не то, потому что Соединенным Штатам, говоря простыми словами, не настолько горит. Ну, я знаєте, про що, пане Давиде, хотів з вами поговорити, обсудити просто мою таку тезу. Я нещодавно так подумав, ось ця мантра «лише б не розвалилася Росія», я її чув ще, коли молодим журналістом був, коли Радянський Союз був вже на краю розвалу. Тоді ще мені розповідав Ландсбергіс, старший, який тоді керував де-факто Литвою, там головою парламенту був, що до них зверталися американці з проханням не виходити з Радянського Союзу, щоб він не розвалився. Да? Він все одно розвалився, але ця дивна ідея про те, що головним результатом будь-якої війни або, в принципі, існування Російської імперії, а це імперія все одно в різних виглядах, є те, щоб вона не розвалилася. Це дивнувато виглядає. Ну, наприклад, я б такий навів приклад. Ну, якщо за такою логікою, коли Росія має єдину державу, тобто всі росіяни майже у світі живуть у своїй державі, вона єдина, з єдиною столицею, з ядерною зброєю, з єдиною промисловістю, з єдиним там ВПК тощо, ну тоді за такою логікою, а чи став би, наприклад, безпечнішим світ, якби всі араби об'єдналися в єдину країну, в них була б єдина столиця, ядерна зброя. Ну, за такою логікою, світ мав би сприяти тому, щоб араби об'єднувалися, посилювалися і були єдині. Я тут просто логіки не бачу. Чому вони виходять із логіки, що арабам об'єднуватися це точно не думає ніхто, що світ стане безпечнішим, а росіянам треба зберігатися в великій кількості, в великій країні, щоб світ був безпечнішим. При тому, що багато разів вони доводили, що світ безпечнішим не стає через це. Що це за така не знаю, там західна карма, на мій погляд, це ілюзія абсолютно необґрунтована. А на вашу? Ну, во-первых, есть принципиальная разница между тем, чтобы собрать единую империю, и с тем, чтобы развалилось уже то, что есть. Американцы, как в принципе многие прочие, что называется, реальные политики, работают с тем, что есть. Сейчас какой-то единой арабской империи нет, поэтому вопрос о том, чтобы ее создать, не стоит. Россия как единое государство, как ядерная держава есть, поэтому можно теоретически рассматривать плюсы и минусы, если она, например, развалится. Как я уже сказал, не факт, что развал России — это основное, что пугает сейчас Америку, потому что, в принципе, даже если то или иное, в принципе, наступление будет успешным, то пока вряд ли действительно речь идет о каком-то походе на Москву и параде ВСУ на Красной площади, из-за чего потом будет развал России. Речь об этом не идет, просто старается в рамках недопущения эскалации, прежде всего императив Соединенных Штатов — это недопущение прямой войны НАТО с Россией. Насчет, если говорить теоретически, развал России, понятно, что как тогда перед развалом Советского Союза американцы тоже очень сильно этого опасались, и кроме уже Литвы были выступления Буша в Киеве насчет того, чтобы уже Украина не выходила. В конце концов, развалилась. В принципе, кто-то может сказать, что ничего особо страшного не произошло, но, возможно, в американском истеблишменте есть такие, кто тоже не видит это как наиболее хорошим исходом, тем более, если сейчас смотреть в плане возможного противостояния Китаю, в каком виде стоит иметь Россию к моменту начала, например, пока теоретической американо-китайской войны, будет ли выгодно, если Россия развалится и полностью перейдет под Китай, либо она будет более-менее в таком виде, как она есть. Это тоже в основном, разумеется, теоретическое рассуждение. На практическом уровне мы пока видим как факт, что
Запад, если на уровне декларации говорит о нежелании эскалации, то как минимум он опасается прямого военного столкновения НАТО с Россией. Как ни странно, украинцы это как раз могли бы понять, почему кто-то другой не хочет прямого военного столкновения с Россией. Украинцы на своем примере прекрасно понимают, что это такое. Но на украинцев самих напали, у них, как говорится, не было выхода на другие страны. Те же США пока еще Россия прямо не нападала, поэтому самим доводить до возможности такого прямого военного столкновения с Россией не хотят. Это, я бы сказал, главный императив. А что касается арабов, в свое время у тех арабов тот же Гамаль Абдель Насер как раз вынашивал идею полного объединения арабов. Прошел только первый уровень в виде создания Объединенной Арабской Республики Египта и Сирии в 1958 году. Потом из-за местных разногласий она уже в 1961-м развалилась. Но Израиль тогда как раз в эти годы очень сильно опасался действительно, не будет ли создана единая арабская империя, которая имела бы очень большие ресурсы, и тогда Израилю было бы гораздо сложнее с этой единой империей воевать, чем с арабскими государствами по отдельности. Но, как я уже сказал, одно дело, если такой империи нет и теоретически стоит или не стоит ее создавать, это одно. Россия сейчас есть как факт, поэтому теоретически рассматривание того, к чему может привести ее развал, тоже далеко не факт, что все в мире считают это положительным явлением, скажем так. Добре, дякую за відповідь. Повернемося до суто військових справ. Танки Абрамс, танки Челленджер, танки Леопард в їхній нинішній кількості. Наскільки вони впливають на події на фронті, на вашу думку, і можуть вплинути найближчим часом? В количествах, как они уже поставлены и как они уже обещаны, это не то, что может произвести какую-то революцию на фронте. В идеале нужно бы было на порядок больше. Там, разумеется, встают дополнительные проблемы с техническим обслуживанием, с запчастями, техниками, механиками, собственно, экипажами. Но, в принципе, это бы Украина решила. Но понятно, что те количества, которые поставлены, это тоже, в принципе, достаточно, что называется, для поддержки штанов. Но основной плюс, скажем так, ставки западных танков не в том, что они там чем-то лучше советских, а тем, что банально танки украинской армии тоже постепенно выходят из строя, уничтожаются в боях, и танки советских образцов в Европе, в той же Польше, Словакии и так далее тоже не бесконечно, в основном их тоже уже передали. Поэтому главный плюс всех этих западных танков — это, что называется, второе дыхание. Их начали поставлять, значит, можно надеяться, что их в тех или иных количествах будут поставлять и дальше. То есть можно рассчитывать на то, что украинские танковые войска, в принципе, будут иметь хоть какую-то матчасть на обозримое будущее. В принципе, то же самое можно сказать и про самолеты. Главная польза F-16 не потому, что они чем-то лучше, а потому что самолеты советских образцов постепенно заканчиваются, и поэтому главное — это второе дыхание. Если получат западные самолеты, значит, можно передохнуть, можно жить, можно рассчитывать на то, что даже если украинская авиация потеряет еще за месяц, за полгода столько-то самолетов, то, в принципе, еще воевать можно. Поэтому все это количество танков, разумеется, уже поставлено недостаточно для какого-то революционного изменения на фронте, но как минимум для того ведения боевых действий в том масштабе, в том характере, как оно есть, это хватает, как мы видим. Дальше, если будут действительно продолжены поставки, увеличены количество, посмотрим. Но я бы еще раз предостерег от какого-то приписывания западным вооружениям вообще каким-то свойств вундерваффе. Чудо оружия не бывает, и западное оружие, даже если по тем или иным характеристикам чем-то лучше, не в этом их польза для Украины, в том, что получено еще столько-то танков, столько-то самолетов, это самое главное. Сколько там в миллиметрах у них качество, бронепробиваемость и прочее, это уже не так важно. Это война количеств, а не качество, как ни странно. Тобто все ж таки суть війни не дуже змінилася там з великих війн попередніх, да, з Другої світової. Все ж таки кількість, вона переважає над якостю, так? В этом плане действительно это был один из уроков этой российско-украинской войны. Большинство западных аналитиков, скажем так, отметили это галочкой, что
Понятно, что после холодной войны НАТО в целом, а в основном Европа, в меньшей степени США тоже, что называется, расслабились, и количество вооружений, главным образом запасы боеприпасов, разумеется, совершенно не соответствуют масштабам такой большой войны. Главное количество. Как мы видим, и даже украинская армия согласна брать и «Леопард-1», что в принципе сам по себе тоже устаревший танк, он не стоит на вооружении современных армий, их доставали со склада, и Россия сейчас гонит на фронт не только новые образцы, но те же Т-55. Опять же, из-за чего старый, устаревший танк — это в любом случае на такой войне лучше, чем ничего. Что-то он может сделать хуже или лучше, но может. Лучше хоть какой-то танк, чем никакой. Самое главное — количество. Количество. На большой войне прежде всего количество. Качество — это только приятный бонус. Если, разумеется, лучше получить большое количество новых современных танков, чем такое же старых и устаревших. Но если варианты получить либо старые, либо никакие, то, как мы видим, даже украинская армия вполне охотно берет даже устаревшие образцы, потому что это в любом случае лучше, чем ничего. Главное — количество. Ця війна, деяких експертів і навіть діючих військових у західних країнах здивувала. Тим, про що ви сказали, що потрібно там на порядок більше снарядів, куль там тощо. Але тобто якось потрохи повернула західні військові і політичні еліти до реальності. Але є новий фактор, який абсолютно не те, що не передбачали його, а він просто не перевірявся практикою в таких, знову ж таки, масштабах, в таких кількостях. Я маю на увазі, звісно, війну дронів. Ось як, на вашу думку, зараз виглядає війна дронів з нашого боку, з боку наших ворогів? І чи є, я просто знаю, в Україні дуже багато з'явилося компаній в виробництві, які сертифікували в Міноборони або в інших міністерствах дрони свої і виробляють абсолютно різні дрони. Але росіяни теж це роблять, так? Як виглядає війна дронів ось просто станом на зараз? І як ви думаєте, в цій дуелі повітряній, які перспективи в України у протистоянні з російською воєнною машиною? Война дронов как раз особой неожиданностью не была. Возможно, не ожидали таких масштабов, но это потому, что не ожидали, что вообще будет такая длительная, крупномасштабная война. Насчет того, что дроны — оружие будущего, это как раз все были согласны и до этой войны. В отличие от того, что, например, многие уже списывали танки и говорили, что танки уже надо похоронить. Эта война показала, что танки никуда не уходят и еще переживут всех, кто их уже похоронил. Насчет дронов такого как раз не было. Все, наоборот, говорили: дроны. Проблема российско-украинском противостоянии в том, что если в начале войны у Украины было преимущество, потому что Россия недостаточно, опять же, в количественном аспекте вложилась в дроны. В принципе, на уровне отдельных образцов у них было практически все, что нужно, и разведывательные, и ударные, и другие, но их просто было крайне мало. Не просто так. Уже через несколько месяцев после начала этой войны Россия обратилась к Ирану. Почему именно к Ирану? Потому что Иран, в отличие от России, еще с 80-х годов делал очень большие усилия конкретно в области дронов. Он имеет вообще всю возможную линейку во всех видах, при том, что он все это делал в условиях международных санкций. И поэтому Иран, насколько можно, разумеется, не полностью, но насколько можно, закрыл для России эту нишу беспилотников. Но за последние полгода, как минимум, если не больше, мы видели собственное российское усиление производства, тоже резкое усиление производства и применения дронов Lancet дальностью до 50 километров. Как в последнее время мы видим уже новые изделия как минимум до 70 километров, и вся эта тема FPV-дронов. То есть в общем и целом, если в Украине в начале войны было преимущество по дронам, сейчас, в принципе, мы видим, что Россия уже, что называется, обошла Украину на повороте, и раскручивание всего этого производства, применение больше. Здесь тоже Украине надо, скажем так, понятно, что в общем и целом внимание на это обращают, но эту тему тоже нужно раскручивать. Не просто так. Мы видим как раз с украинской стороны специалистов, которыми этим занимаются и на фронте, все больше и больше звучат голоса, что Украина отстает, нужно подстегнуть это производство. Тем более, что Китай сейчас не полностью, то как минимум ограничил
экспорт дронов, так как Украина это в основном закупалась в частном порядке, Россия, даже если формально она подпадает под те же ограничения, то можно не сомневаться, что Россия из Китая может добыть то, что ей нужно, с большей легкостью, чем Украина. Поэтому вся эта тема дронов последние полгода как минимум должна беспокоить Украину гораздо больше, чем раньше, потому что преимущество потеряно. Если так пойдет дальше, и то, что Россия обошла на повороте, и если этот разрыв будет увеличиваться, то, разумеется, ничего хорошего войны дронов это для України не сулить. Ну, я думаю, що наше керівництво, і в тому числі новий міністр оборони це знає, і знає обсяги, які потрібні. І я особисто просто знаю людей-виробників, які з нуля побудували виробництво, і це нові дрони. Вони бомбардувальні є літакового типу, є різні абсолютно. Ви краще за мене знаєте всю номенклатуру. Я про Іран хочу уточнююче запитання поставити. А Іран зробив таку ставку на ці дрони, на ці шахеди, які ми називаємо мопедами, через те стратегічно, через те, що він хоче, планує атакувати Ізраїль з їхньою допомогою? Вообще, в целом, так как в ходе Ирано-Иракской войны Иран, разумеется, испытывал большие проблемы с производством вооружений, и даже потом, после этого, так как продолжались международные санкции, Иран во многом, хотя и не полностью на 100%, но для многих западных стран на протяжении многих лет была страной-изгоем. У них очень большие проблемы с развитием, например, обычной пилотируемой авиации, поэтому там до сих пор используются устаревшие образцы вооружений, как те же «Фантомы». Они их насколько можно модернизировать, но понятно, что это не то, поэтому, например, их очень сильно интересует поставка, например, российских Су-35, но в качестве компенсации иранцы с 80-х годов очень сильно развили область как беспилотников, так и баллистических ракет. Основной угрозой, если речь идет о гипотетической ирано-израильской войне, то с территории Ирана как такового основная угроза — это больше баллистические ракеты, беспилотники. Если будут применяться в такой войне, то в основном с территории проиранских прокси, как применением в руках Хизбаллы из Ливана, возможно, также со стороны йеменских хуситов, которые, в принципе, тоже для них Израиль является даже официально на уровне лозунга «злейшим врагом». Плюс у них есть также, кроме иранских беспилотников, у них также иранские ракеты. Поэтому сценарий, то, что в израильском генштабе называется сценарием многотеатровой войны, предусматривает ракетные обстрелы из Ливана, возможно, из сектора Газы, частично, возможно, Синая, из Йемена, из Сирии, из западного Ирака, в основном силами проиранских милиций, и, в принципе, возможно, даже с территории, собственно, Ирана, но с территории Ирана как таковой это в основном ракеты, и в основном считается, что это более вероятно, если начало войны будет в виде израильского удара по иранским ядерным объектам. В этом случае Иран будет считать свои руки развязанными, и тогда он может начать именно ракетные удары, собственно, с территории Ирана. Все, что меньше этого, например, в виде какой-то более локальной войны с той же Хизбаллой, то Иран будет всячески их поддерживать, но, собственно, удары с самой территории Ирана менее вероятны. Но все, что можно, они передадут Хизбалле. Тоже Хизбаллы очень богатый как ракетный арсенал, так и иранские беспилотники, в том числе такие же, как применяются против Украины. То есть иранское вооружение в руках других стран — это возможность других стран и других игроков. Сейчас, за последний год, это Украина ощутила на себе, но, в принципе, Израиль это ощущал давно, и ракеты иранского производства уже давно применялись против Израиля, как запускали как из Газы, так и из Ливана. Иранские беспилотники в небольшом количестве пока тоже, но следующая война, по оценкам израильского генштаба, будет более масштабной, в том числе в плане применения против Израиля иранских беспилотников. Ну, я це добре знаю особисто, бо мої найближчі родичі живуть в Ізраїлі, і моя рідна сестра, і племінник мій рідний зараз офіцер Цахаль. Я розумію, що військові, напевно, це краще за мене знають. А взагалі, в ізраїльському суспільстві, в уряді, в Міністерстві оборони, в Генеральному штабі, просто в армії,
Я такі теми там ні з ким особисто не обговорюю, а вас хочу запитати, як ви там думаєте загалом, є розуміння того, що Іран і Росія де-факто є союзниками у війні у цій, і що цей тандем терористичний, абсолютно, який використовує терористичні методи, що він і в тому числі є загроза, про яку ви теж згадали, це постачання якихось зразків російського озброєння, того, що не вистачає Ірану, наприклад. Тобто це взаємовигідна така штука, так? Що це, в принципі, робить цей тандем спільним ворогом ізраїльської безпеки, так? А чому тоді Ізраїль ніяк не попереджує Росію про це? Чому Ізраїль не вважає Росію ворогом, хоча вона співпрацює з країною, яка має на меті офіційній знищення Ізраїля всього єврейського народу? Що це, знову ж таки, реалполітик, якісь там думки політичного характеру, а військові все ж таки все знають і готуються? Это два аспекта. Что касается конкретно российско-иранского военного сотрудничества, то не далее как пару недель назад директор Моссада Давид Барнеа в своей речи подчеркнул, что благодаря этому усилившемуся ирано-российскому сотрудничеству в военной сфере Иран чувствует себя более уверенно и расширяет свою подрывную террористическую деятельность в Ближнем Востоке в целом, и против израильтян, и против евреев в других странах. И также Давид Барнеа подчеркнул, что Израиль опасается, что в рамках этого сотрудничества Иран получит от России новые виды качественных вооружений, которые могут подвергнуть опасности Израиля. И, скажем так, тонко намекнул, что Израиль противодействует этим возможным поползновениям в этой сфере. Тут надо подчеркнуть, что одна из основных задач задач Моссада в последние годы — это именно противодействие не только иранской ядерной программе, но и в целом иранской программе по усилению вооружений. То есть Моссад за этим следит. И само то, что была произнесена речь не какого-то политического деятеля, директора Моссада на эту тему, что обычно не делается, это, скажем так, была декларация не просто так, а декларация того, что уже делается, декларация намерений, что Израиль за этим следит и сделает, что можно. Второй аспект, почему Израиль не объявляет Россию врагом и прочее, тоже по той же причине, что начинать войну с Россией, если можно не начинать, если Иран сам уже давно на самом деле идет войну в основном через прокси, а не напрямую, потому что такова обычная иранская тактика. Он практически никогда, когда можно, не ведет войну сам. И в той же ирано-иракской войне напали на Иран, он сам не нападал. В основном он действует руками прокси, как в том же Йемене, как в том же Ливане, в том же Ираке. Война между Ираном и Израилем давно идет. Что касается России, то Израиль — основное отличие, что в основном вся эта тема возможные поставки израильских вооружений Украине с начала войны то, что идет. Я уже не раз объяснял, основное отличие положения Израиля от положения других западных стран, что другие западные страны, во-первых, не ведут сейчас никакого активного военного конфликта, в отличие от Израиля. Даже за время этой российско-украинской войны прошли несколько раундов эскалации против сектора Газа с ракетными обстрелами Израиля. Были также более ограничены обстрелы из Ливана, постоянная опасность новой третьей ливанской войны, которая как раз по оценкам израильской военной разведки возросла в последний год, плюс постоянная опасность прямой войны с Ираном в случае прорыва, то, что называется, Ирана к ядерной бомбе. То есть Израиль должен еще раз хорошо подумать, стоит ли ко всем уже действующим фронтам открывать еще один, тем более, что Россия — это не просто какой-то далекий враг. Российская военная группировка сидит непосредственно в Сирии, где Израиль постоянно проводит авиационные удары, и не хотел бы, чтобы российская группировка создавала там проблемы. Вот в скобках можно сказать, что в чисто военном смысле, если бы была поставлена такая задача, Израиль может эту российскую группировку в Сирии не то что подавить, а полностью уничтожить. Это означает войну с Россией. Стоит ли начинать войну с Россией, если можно не начинать? То есть первый, скажем так, аспект нежелания дополнительных трений с Россией — это Сирия, а второй — это именно Иран. С одной стороны,
усиление российско-иранского сотрудничества Израиль беспокоит. С другой стороны, одна из причин непоставления израильских вооружений Украине — это как раз нежелание подталкивать Россию к ответным поставкам вооружений Ирану. То есть можно не сомневаться, что как только что-то как минимум открыто, что-то более-менее качественное в военном плане поставить в Украине, Россия будет считать себя, как можно сказать, даже обязанной поставить что-то Ирану в качестве ответа. Но тут диалектически можно сказать, что в принципе, даже без того, чтобы Израиль поставлял Украине, Россия в принципе может что-то такое поставить Ирану, что перейдет с точки зрения Израиля красную черту, и тогда теоретически может возникнуть ситуация, раз Россия уже что-то такое поставила, то мы можем не бояться, что они это поставят, и тогда переоценить ситуацию, в том числе в плане израильских поставок в Украине. Но пока мы еще не там, пока не было каких-то поставок какого-то действительно реального геймченджера от России и Ирану, но Израиль за этим следит. На украинском направлении пока ведется в основном, скажем так, закулисное сотрудничество. Можно еще раз подчеркнуть, что не просто так на встрече в Соединенных Штатах между Зеленским и Нетаньяху, не просто так Зеленский и Ермак обнимались с директором Моссада. Он бывал в Украине. Понятно, что он обсуждал с украинским руководством не погоду и не последние концерты Тейлор Свифт. Они обсуждали конкретные вопросы. То есть понятно, что вопрос поставки вооружений — это нежелание сталкиваться с Россией. Но что можно Израиль на украинском треке, что называется, делает еще. Не люблю фразу «мы не все не знаем, не все так однозначно», но после окончания войны, возможно, будет опубликована дополнительная информация насчет того, что Израиль действительно делал, и о чем пока еще нельзя говорить. Ну, я розумію, що ми тут теорії змови з вами не будуватимемо, ми не про це, я цього сам не люблю, але в принципі, ну якщо рамочно, у вигляді припущень, ось ця присутність голови Моссаду, і ці, ну, просто вони там дійсно обіймали цього голову Моссаду наші, і Зеленський, там, і Єрмак, здається, ось це про що може свідчити так, ну, в широкому сенсі? Это, можно сказать так, это их не первая встреча. Потом, возможно, когда-нибудь можно будет сказать, когда именно Давид Барнея приезжал в Украину. Сейчас про это говорить не надо. Но, скажем так, на уровне обмена информацией, что нужно Украине в плане, здесь мы говорим теоретически, не будем говорить, что на самом деле, теоретически, например, в плане характеристик иранских вооружений, возможно, информация вообще о том, что может делать Иран для России. То есть все, что, в принципе, Моссад может в своих разведывательных возможностях передать Украине в плане, не переходя красные линии, которые Израиль сам для себя начертил, чтобы это не слишком подвигло Россию в руки Ирана больше того, что она уже делает. В плане развединформации, в плане контакта в целом, скажем так, раз по политическим причинам Нетаньяху до сих пор не приезжал в Киев, это не значит, что не было контакта на высоком уровне. И, как я уже сказал, это объятия с директором Моссада — это не просто так, они с ним встречались, в том числе в Украине. Что надо было передано в обе стороны. Моссад, в принципе, давно, это одна из, скажем так, политических традиций Израиля, где нельзя вести явные контакты, там в дело, скажем так, входит Моссад, в том числе в плане контакта с украинским руководством. Это было с самого начала войны, еще на том этапе, когда Израиль, в принципе, был посредником на первом этапе переговоров между Россией и Украиной. Потом это перешло, открытые переговоры перешли в Турцию. Но контакты через Моссад сохранялись, сохраняются и сейчас, и дальше в зависимости от развития ситуации, скажем так. Я вам тут, у нас залишилося 7 хвилин ще розмови. Хочу прочитати, ну, може бути, ви чули це інтерв'ю. Просто дословної цитати посла із України в Ізраїлю. Головна проблема Ізраїлю в тому, що він боїться Росію. Про це заявив в інтерв'ю посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Як наголосив посол, Ізраїль змушений координувати свої дії через постійну загрозу з боку Сирії та російських найманців. Це про те, що ви сказали, так?
За словами дипломата, Ізраїль боїться передавати зброю через страх, що вона опиниться в іранських руках. Але, на думку посла, це цитата, його не витримує жодної критики. Якщо ми говоримо про засоби ППО, то ці засоби знаходяться глибоко в тилу, і вони ніяк не попадуть у руки росіян. Умовно захистити Львів чи Чернівці, історичне єврейське місто, чи ту саму Умань, насправді це те, що ми сподівалися, можемо досягти. Ми, може, і досягнемо, і колись дізнаємося про це від наших військових, сказав посол. А як ви можете прокоментувати ці слова? Тут логіка є, в принципі. Ну, тут, в принципе, опять же, разные моменты. Конкретно, разумеется, аргумент того, чтобы это израильское вооружение не попало в руки врагов Израиля, это далеко не самый главный аргумент, как ни странно. Главный аргумент — это не подвигнуть Россию к усилению собственного сотрудничества с врагами Израиля, в том числе передачи вооружений Ирану. Насчет того, что Израиль боится России, в принципе, как я уже сказал, это как раз у Израиля совпадает со всеми другими западными странами. В конце концов, главным императивом НАТО во всей этой украинской войне является не довести до прямого военного столкновения НАТО с Россией. Израиль тоже, как я уже сказал, Израиль не хочет столкновения с Россией. В свое время, когда было нужно, Израиль в том числе воевал и с Советским Союзом, и сбивал советские самолеты в Египте. Но это не то, что Израиль этого хотел. В принципе, Израиль вел войну на истощение с Египтом, и когда туда были переброшены советские летчики, которые действовали в том числе против Израиля, тогда уже сбивали и советских летчиков, и советские самолеты в 70-м году и так далее. Но Израиль сам по себе, разумеется, не хотел тогда войны с Советским Союзом, и сейчас он не хочет войны с Россией по той простой причине, что как раз в отличие от многих других у Израиля сейчас хватает своих врагов. Израиль постоянно ведет боевые действия в той же Сирии. Создавать себе еще одного врага в лице России. В принципе, Украина на месте Израиля сделала бы то же самое. Например, можно сказать, что когда в прошлом году после начала использования иранских дронов в России, украинский министр иностранных дел Кулеба, когда он предложил разорвать дипотношения с Ираном, он сказал, что если Иран прекратит поставку вооружений России, то, в принципе, мы можем подумать о восстановлении отношений. О чем это говорит? Что, в принципе, когда иранские ракеты из Ливана и Газы падают на Израиль, то Украину это не настолько беспокоит, чтобы вписываться за Израиль и воевать с Ираном. Это, в принципе, вполне можно понять, своя рубашка ближе к телу. Так и сейчас Израиль что может делать, но в рамках красных линий, чтобы не довести до прямого военного столкновения с Россией. Но дело, если Россия сама нападет на нас, это уже совершенно другое дело. Самим доводить ситуацию до прямого военного столкновения с Россией, чего не делает даже гораздо более сильные Соединенные Штаты, что они в принципе крайне опасаются прямого военного столкновения с Россией. Тут, как говорится, чего же требовать от Израиля? Израиль, разумеется, не хочет прямой войны с Россией, потому что и так военных проблем, которые у него есть, и так хватает с головой. Поэтому, в принципе, израильскую точку зрения вполне можно понять. Понятно, что она не совпадает с украинской, но это совершенно нормально, так как украинская не совпадает с израильской, так и израильская не совпадает с украинской. У каждого своя война, где можно находятся точки соприкосновения, контакты, возможно, помощь и так далее, но где это переходит собственные красные линии обеспечения безопасности уже собственного государства, там уже, разумеется, начинаются разногласия и несовпадение позиций, точно так же, как у Украины с Соединенными Штатами, так и в Израиле. У них совершенно разные ситуации, поэтому несовпадение в том, что можно и что не можно делать. Це абсолютно зрозуміло. Тут ніхто в Україні, до речі, не думає, що Ізраїль почне брати участь у війні. І, в принципі, розуміємо стан Ізраїлю і ситуацію, яку він має. Але, тим не менш, ми знаємо прекрасно, що ізраїльське суспільство дуже підтримує Україну. Там підтримка в Ізраїлі України вища за підтримку в деяких, не в деяких, а в багатьох європейських країнах насправді. Да, і я сам особисто це знаю, і ми дуже вдячні тим людям, які допомагають в Ізраїлі, допомагають Україні, і в тому числі вам за те, що ви знаходите час, натхнення і, не знаю, бажання коментувати це дуже тверезо. Мені дуже сподобався ваш аналіз, він абсолютно не рожевий, а абсолютно реалістичний, тверезий, що мені дуже симпатизує. Дякую вам, пане Давиде, за те, що знайшли час. З нами був Давид Гендельман, ізраїльський військовий аналітик, людина дуже серйозна, людина, яка
як на мою думку, дала б такий тверезий аналіз, тому що зараз на фронті і навколо фронту нам не буде легко, нам не буде просто, ніхто за Україну воювати не буде, але, в принципі, весь світ нас підтримує. Тим не менш, перше, хто має думати про нас, це ми самі. Я закликаю вас допомагати українському війську, де б ви не жили. На все добре.